Гавриил Минкяров – артист театра и кино. Его творческая звезда зажглась еще в школьные годы, когда открыл для себя якутский национальный фольклор и аланхо. Окончил с красным дипломом факультет исполнительских искусств АГИКИ в 2013 году. С тех пор служит артистом театра аланхо. В его репертуаре около 20 ролей в театре аланхо и больше 10 в спектаклях Сахатеатра. В фильмографии Минкярова 23 ярких ролей. Широкую известность принесли биографические роли Александра Самсонова «Айола» и чемпиона Павла Пенигина в фильме «Триумф». Наш гость уверенно пробует себя в качестве режиссера театральных спектаклей, а также активно задействован в озвучивании кино и мультфильмов. Гавриил, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Ну и начнем, наверное, линейно. Это классика портретного интервью. Нужно сначала поговорить немножко о детстве, с чего все начиналось, и потом, собственно, пойдем к сегодняшним дням. Хорошо? Так, с чего все начиналось в детстве? Ну, я родился в Вилюйском Улусе, село Садыбыл. И в своей родной деревне я жил до 7 класса. Учился, потом 8-9 я учился в Вилюйской гимназии. Потом на 10 и 11 класс перешел сюда, в Якутск, и окончил Республиканский лицей-интернат. Угу. И тогда когда-то уже появилась мечта стать известным артистом и сниматься в кино. Да. Во 2 классе. Прямо так, да? Да, прямо так, как в кино. Вообще, как в книге. Да. Когда я вышел впервые на сцену и исполнил роль, и почувствовал именно эту атмосферу, когда зрители на меня смотрели с восхищением и аплодировали, я почувствовал, что-то во мне, что-то ёкнуло, дернуло, и я решил стать артистом. А роль какая была? Роль была, ну, там монолог был, «Менник Меригия». Ну, вот так вот театр поглотил, и с тех пор вы так и находитесь в нем. Да. Да? Потом был АГИКИ и сразу театр аланхо. После школы сразу я поступил в АГИКИ, 5 лет отучился и по окончанию поступил в театр аланхо и по сей день работаю, служу театру. Вообще вот это вот корректное же выражение, да, про служить. Да. Но при этом довольно плотно задействованы в фильмах, съемках кино. Ну, в основном у нас кино снимают летом, во время отпуска. Во время отпуска. Да. Потому что, наверное, в разгар театрального сезона график невозможно выстроить. Да, съемки были. театр не отпускает, потому что репертуар, репетиции, выезды, гастроли. Поэтому во время отпуска только можно работать в кино. Угу. А есть ли какая-то жизнь вне театра? Или вот театр, кино, какие-то музыкальные проекты? Угу. А чем еще интересуетесь? Чем еще наполнена ваша жизнь? Если остается время, конечно. Ну, я человек семейный, женат, 3 детей. И все свободное время я стараюсь уделять своим детям, воспитанию, передаванию своих знаний, жизненного опыта. Вы не первый актер в этом проекте, и не первый актер, с кем я говорю, в том числе о детях. И подавляющее большинство из них на вопрос: а хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам и строили карьеру артиста? Все говорят: нет, не хотим. Ну, я раньше тоже задумывался по этому вопросу, потому что старшая дочь выступает как актриса дубляжа в проектах НБК, мультфильмах уже. Она уже в 3 проектах, кажется, да, выступила в качестве актрисы дубляжа, и она хочет. У нее есть желание стать артисткой. Я задумался по этому вопросу, и ну, на самом деле нелегкий труд актерский, да, потому что и поэтому изначально я был против, ну, как-то какие-то сопротивления были у меня. Я не хотел, чтобы... Но потом, если она сама хочет, то зачем?
Я получаю удовольствие от актерской профессии, да. И, не знаю, это у нас в крови, наверное. Потому что мой отец, он поет, выступает в народном театре, исполняет роли. Он запевал Асохая, Алгысчет. Моя мама хореограф. Да? Дед мой тоже был запевал Асохая. Прадед был Аланхасутом. Поэтому я вот подумал, почему я должен противиться своей дочери? Да. Да. Если в ней течет кровь Да, всех да. этих людей, которые этим занимались и не задавались вопросом, хочу я, не хочу, надо, не надо. Вот так распорядилась судьба, да, и род, возможно. Вот сегодня какая вам кажется наиболее интересная ваша роль? От сыгранных ролей. Да. Ну, для меня была очень интересная подготовка к роли Джулура в фильме «Джулур», потому что я до этого был совершенно далеким человеком от спорта. Не спортивному человеку, который больше творческий, а играть спортсмена сложновато. Да. Но при этом это не последний спортсмен в вашей карьере, да? Потом вообще до чемпионов Ну, доросли. потом после этой роли, да, после этой подготовки я уже начал активно заниматься сам. И, наверное, это и последовало. Ну, к роли Пинигина Да. уже был физически готов. Да, можно так сказать. А вы, я так понимаю, еще с ним вместе репетировали, да, что-то он Мы в процессе встречались, участвовал. Да, встречались, он приходил во время подготовки, когда мы занимались борьбой в спортивном комплексе «Триумф». Он подходил, он посмотрел на меня оценивающе и сказал: ну, что-то есть, какое-то сходство, только усы надо сбрить. У меня не такие усы были, сказал он. И главное, чтобы борьба была хорошая. Я принял это как благословение. Уровня Пинигина вообще достичь сложно. Ну, хотя бы визуального, вот именно киношного, который я сам себе поставил. Я считаю, что я сам не достиг поэтому. А в итоге что сказал по этому Но поводу? в итоге, да, он Сам Пинигин. в день премьеры в кинотеатре «Лена» он пожал мне руку, он еще держал микрофон и чуть убрал микрофон и сказал: спасибо, что сыграл меня так хорошо. О. И это была самая высокая оценка для меня. Ну, хорошо, это те роли, которые уже осуществлены, они уже есть, и их никуда не сотрешь, уже вошли в историю. А какую роль хотелось бы сыграть? Неважно, в кино, в театре. Есть что-то такое сокровенное? Я раньше тоже задавался этим вопросом. Читал, слушал других артистов, да. Кто-то там говорил: я хочу сыграть Гамлета, героя-любовника, или наоборот, антагониста, да, характерные роли хочу сыграть. И я задал себе вопрос, а кого я хочу сыграть? И не нашел ответа почему-то. А потом, спустя годы, я осознал, что я хочу не играть какую-то конкретную роль. Я хочу исполнять Олонхо. Олонхо. А там все характеры, все роли, там множество красок. Это такое полотно. Хотя, казалось бы, с Аланхо все началось, да? То есть когда-то... И не кончается. И не кончается эта любовь. Ну, это здорово. А есть вообще какая-то вертикаль вот среди аланхасутов? Есть ли развитие там, уровня мастерства или нет? Или это процесс, как в той поговорке: у самурая нет цели, у самурая есть только путь, и мы его идем? Ну, не знаю, мы в свое время не застали таких именитых аланхасутов, да, которые не наизусть, а именно от природы исполняли. В потоке. Да, в потоке исполняли. Мы только в записи слушаем их. Мы не застали, мы не видели, не слушали живое исполнение их. И поэтому сейчас сложно определить именно, как
какое мастерство должно быть. Ну, может быть, Как у самурая, наверное, да. Путь. есть только путь. Да. Ну, это же тоже здорово, да? Тогда, когда нет нормативов, каких-то ограничений, соответственно, нет. Это значит, можно писать свою историю? Почему нет? Мгм. Я для вдохновения перед нашим интервью смотрела интервью Максима Аверина. И у него был очень интересный список табу актерских, которые он никогда не сделает во время съемок. Есть ли такие табу у Гаврила Минкярова? Я не играю смерть ребенка своего персонажа. А были такие предложения? Да, во время работы в проекте «Вертолет», ну, достаточно такой длинный процесс был, 7 лет снимали, да, переделывали, переснимали. И там было предложение изменить финал, сделать смерть ребенка. Мгм. И я тогда отказался. Я сказал, когда я соглашался, такого не было в сценарии. Я тогда сам был молодым отцом. У меня старшая дочка только вот родилась. Я отказался. А потом после этого еще тоже предложение было другого проекта сыграть отца, который потерял ребенка. Я тоже отказался. Потому что, ну, всегда во всех классических, ну, в классиках, да, произведениях ребенок — это как символ продолжения рода. Мне кажется, нельзя убивать детей. Потому что таким образом убивается надежда, да? Да. Да. Ну, это же во многом тоже от режиссера зависит. Ну да. Ну, мне с такими режиссерами не судьба, значит, работать. Ага, хорошо. Одно единственное табу есть или что-то еще? Вот кто-то Ну, отказывается играть в гробу кого-нибудь, там, человека, да, умершего. Или кто-то отказывается от постельных сцен, допустим. У вас как? Ну, в гробу еще не доводилось лежать. Но смерть я в театре и в кино уже играл несколько раз. Потому что поэтому в этом плане табу нету, кажется, да? Ну, наш театр, кстати, очень часто такие вещи предлагает, да? Сахотеатр из театра Аланхо. Постельные сцены, ну, такие лайтовые, но тоже были. Ну, сейчас в голову ничего не приходит. Ну, Кроме вот, да, дети. ну, значит, это основное. А вообще суеверный человек? Да. Какие главные приметы? Или главная примета — не говорить о своих приметах? Давайте, да, скажем так. Взял и упростил себе задачу, да? Ну, давайте не будем говорить. Хорошо. Снимается вопрос. Следующий вопрос. А что за сериал был, в котором снимался летом? По идее, я еще не должен, наверное, рассказывать об этом проекте. Вообще? Да. Так он есть везде. И в главной роли Гаврил Минкяров. Ну да, то, что вот вышло, то, что вот только в этом контексте могу рассказать, что это НТВшный проект. Проект НТВ, продакшн Трон Медиа. Сериал называется «Таграй», о чукотском оленеводе, которого я сыграл. Он волей случая приезжает в Москву и становится детективом, следователем. В Москве? В Москве. В московском уголовном розыске. Ух, хорошо. А каково это было вживаться в роль чукотского оленевода? Были сложности определенные или Конечно, нет? были сложности именно в чукотском языке. Это такой сложный язык, оказывается. Да, очень сложный язык. Он не похож на якутский, на эвенкийский, на эвенкийский.
Много было сцен на чукотском? В Чукотском. Изначально было очень много. Но из-за того, что были трудности с произношением, Мгм. Сократили, да? сократили и сделали на русском. Мгм. А как проходила подготовка к роли Айола? Там же очень музыкальная роль должна была быть. И, собственно, харизма и темперамент такой очень звезды эстрады. Ну, Айола, он был моим кумиром детства. Мгм. Мои старшие братья всегда слушали его. У нас был один магнитофон, и я на правах младшего всегда стоял последним в очереди, который включает свою, и приходилось слушать. И мне начали нравиться его песни. Потом я начал петь его песни на сцене. Я выступал, я участвовал в конкурсах, в улусных, региональных. Я даже спел песню Айола в Владивостоке, когда был в лагере «Океан». Айола и его песни сопровождали меня до этого проекта. Ох, как предчувствие. Да, как предчувствие. И даже когда я учился в Республиканском лицее-интернате, вышел фильм «Ласковый май». Я посмотрел этот фильм, мне так понравилось, и я себе сказал, внутри как-то какая-то мысль прошла. Вот если бы наши сняли фильм про Айола, и мне довелось бы сыграть его. И потом, спустя какое-то время, я познакомился с Марьяной Скрыбыкиной, продюсером, и она предложила сыграть. Она сказала, что будет кастинг, приходи, поучаствуй в кастинге. Потом утвердили меня, и уже началась подготовка к роли. Я скинул опять вес. Надо было, да? Да, надо было. 10 килограмм скинул. Смотрел 30-гиговый материал мне дали. Мгм. Там и видео с выступлений, и домашние видео, где у него день рождения, там, да, такие. Я смотрел на него и изучал именно его привычки, повадки, его пластику. Стоял перед зеркалом, повторял его пластику. Опять же начал слушать его песни, петь. И вот. А как с мамой его встреча прошла? С мамой Как она оценила? Вот перенял манеры или похожи или не похожи? сначала сказала, что я не похож. Да? Да, сказал, слишком темный, Мгм. темненький. Ну, он же светлый был, Да. да. А потом, когда уже вышел фильм, тоже как в случае с Пенигиным, да, она подошла, или я подошел, я уже не помню. Скорее всего, я подошел, и она сказала, оказывается, ты очень похож. Мне кажется, тоже очень похож. Именно сказала, даже отметила сцену возле березы, Мгм. когда трогательная такая сцена была возле березы. А именно в этой сцене ты до того на него похож, что у меня слезы пошли, сказала. И это была тоже самая высокая оценка для меня. Но это же не вопрос, наверное, вот чисто визуального, да, сходства. Это же не вопрос, наверное, даже работы гримера. Это же как раз-таки вопрос вот этого вот каких-то микромимики, да, каких-то таких паттернов поведения, которые присущи конкретному человеку. Значит, в итоге получилось снять с этих вот документальных архивных, каких-то домашних видео. А долго шла работа подготовительная? Где-то 2 месяца, кажется. О, довольно много такого погружения было, да? Я в то время еще учился, у меня дипломный период был. И вот я совмещал
А вообще нормально, да, так совмещать, на таких скоростях все время жить? Или иногда бывает так, что вообще ничего не делаете, все отключаете и полный штиль? Когда-нибудь бывает такое время? Кажется, нет. Все время в проектах. Все время, да, какой-то проект, работа. Ну, в этом жизнь движения. Да, да, жизнь движения. А если говорить про кино, вот все-таки кино или театр? Что ближе, что больше по сердцу? Ну, это вопрос такой провокационный. Да? Ну, это как будто вопрос. Ты выбираешь Маму или папу? или папу, да. Ага. Ну, И то, и другое? Да, и то, и другое очень близко для меня. Театр же, он тоже такой... Ну, это храм. Это священный храм, где вот служат артисты. Да и не только. Очень много служб. И там идет именно такой процесс работы, когда по-русски невозможно объяснить. А якутский объясните? Ой, якутский объясните. Я думаю, что наши зрители поймут. Вот бәдімін тұспа әйке театр. Біле алампа бетін көрдік кейі ұтуйбұт кылын ұғығынларар. Көрәтші театрға кәлем барын бәді ұтуйбұт кылларын ұғығынларар. Ол кыллары бұлағын, ол кыллары көрдіғін бей олы бір артистар олы үлетерілі ба. Ол бәді тұс бөлеме. Чөй байлай. Как по-другому совсем раскрылся, по-другому даже глаза засветились, когда на родном языке заговорил. Ну, конечно, у меня языковой барьер всегда. Ну, не только у меня, наверное, да? Да, конечно, мне кажется, у многих это... моих коллег. Особенно мы же работаем в Национальном театре. Конечно, конечно. Главное это то, что вы делаете на родном языке. Мне кажется. И огромное спасибо за то, что пришли и согласились на русском языке дать интервью. Мне кажется, это тоже важно. И для зрителей тоже важно. Таким образом мы можем что? Расширить аудиторию. Почему нет? И блиц. Блиц — это короткие вопросы с короткими ответами. Просто или-или. Любимое время года? Весна. Угу. Любимый фильм не с вашим участием? Ой. Из последних или... Вообще. Вообще. Какой вот первый на ум приходит, такой говорите? Якутских. Столько уточнений. Давайте так, якутский, российский, международный. Интерстеллар на ум пришел. О, а любимый актер тогда? Ну, МакКонахи тогда. Тогда линейно пойдем, да? Хорошо. Любимый спектакль не с вашим участием? Тут, наверное, репертуар Сахатеатра. Тут я участвовал. Ну, давайте, сейчас я не участвую, поэтому можно сказать Харын Хампакёх Каталум. Хорошо. Если... Хотела спросить, если не Якутск, то какой город? Потом думала, ну как-то вообще. Гаврил Минкяров и не Якутск, это невозможно, да? Важнейшим из искусств для вас является... Театр. Театр. Я думала, скажете Олонхо. Олонхо... А можете же его вывести в отдельный вид искусства, Конечно, самодостаточный? Конечно. Театр Олонхо — это уже вид искусства. Да. Тогда театр Олонхо, как отдельный вид искусства. Да. Мне кажется, мы все к этому должны прийти в конечном счете. Да? Весь мир признать, что театр Олонхо — это отдельный вид искусства. И, собственно, и коллектив театра Олонхо, да, и Андрей Савич Борисов очень много для этого делает. И скоро у нас будет центр Олонхо. Да. Мы очень на это надеемся. Ну, это единственный театр в мире такой.
А вы же еще стажировку проходили в театре Кабуки. Вот, кстати, хотела спросить по этому поводу. Что интересного взяли для себя? Есть ли что-то такое, что вы используете в своей работе в Конечно, театре? конечно, очень много мы переняли у них именно в плане пластики, в плане подачи, общения артиста с зрителем, да? Мгм. В плане музыкального сопровождения. Это был очень хороший опыт, очень нужный опыт в свое время. И кроме еще театра Кабуки и театра Но, я лично меня одного отправили на стажировку в Пекин, театр Кунцю. Мгм. Я там учил монолог китайской оперы На китайском языке? на китайском языке. Оперы? Да. Чудесно, я бы хотела послушать. Это был тоже прекрасный опыт. И за 3 недели такой объем работы на другом языке, другая пластика, другая мелодика совершенно, да, на другом языке. Это был колоссальный опыт. Но я так понимаю, что вы вообще любите такие вызовы, да? Что-то сложное, что-то непонятное, что-то такое, чего еще никто не делал, а я тем более. Это пожалуйста. Наверное, в этом и есть именно развитие, да? Когда ты переходишь именно в какую-то грань, где ты не умеешь, Еще не знаешь, да, не еще умеешь, еще ничего не знаешь, и переступаешь этот порог. Тогда и происходит какое-то развитие, какой-то прогресс. А к чему стремитесь тогда? У самурая нет пути. Нет цели. У самурая есть только путь. путь. Ну, тогда я желаю, чтобы путь ваш был гладким, Спасибо. чтобы помогали предки, и чтобы сопровождали по этому пути аплодисменты, уважение и признание ваших зрителей. Ну, как артист Олонхо театра, как сторонник, пропагандист своей культуры, да, скажу, что учили историю, культуру своего народа, посещали театры, кинотеатры, и чтобы гордились своим народом. Спасибо. Это был Гаврил Минкяров. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо, что пригласили.